50 лет тому назад появилась на свет повесть Василия Быкова «Сотников». Она была написана в 1969 году, но впервые повесть опубликована была в журнале «Новый мир» в 70 году. Замысел и сюжет произведения подсказаны автору встречи с бывшим однополчанином, который считался погибшим. В августе 1944 года, проезжая мимо румынского села, лейтенант Василий Быков увидел в группе пленных немцев человека, с которым когда-то служил в одном полку. В ходе разговора с пленным удалось узнать, что после ранения он попал в концлагерь. Там, временно, как ему казалось, согласился сотрудничать с власовцами и все эти годы прожил в ожидании удобного случая, надеясь сбежать. Случай так и не представился, и бывший однополчанин изо дня в день увязал в отступничестве. Эта встреча заставила будущего писателя задуматься, на что же способен человек перед сокрушающей силой бесчеловечных обстоятельств. В письме к Олесю Адамовичу Быков рассказывал, что кожей и нервами, почувствовав историю, в которой люди напрочь лишены возможности влиять на ситуацию, он выбрал исходную модель на материале партизанской войны. Послушайте, пожалуйста, краткое содержание повести. Затерянный в белорусских лесах партизанский отряд нуждается в провизии, в теплых вещах, медикаментах для раненых. Командир решает отправить на задание по их доставке опытного рыбака. Ему нужен напарник. Двое по уважительным причинам отказываются, и когда командир называет интеллигентного Сотникова, тот молча поднимается. В пути выясняется, что Сотников болен, измучен простудой, его одолевает сильнейший кашель. На вопрос рыбака, почему он не сказал о своем самочувствии командиру, Сотников отвечает: «Потому не отказался, что другие отказались». Долгие ночные блуждания выводят партизан в деревню Лясины, в дом старосты Петра, где Сотникову удается немного отогреться возле печи, а рыбаку раздобыть тушку овцы. По дороге в лагерь партизаны натыкаются на полицейский патруль. После перестрелки Сотников затихает, и рыбак, видя, что напарник не шевелится, пытается в одиночку оторваться от преследователей. Однако мысль о том, что теперь придется держать ответ перед товарищами, заставляет его вернуться к раненому. Тот совсем плох, и рыбак не только несет две винтовки, но и тащит на себе обессилевшего Сотникова. Полицаи настигают партизан в доме крестьянки Демчихи. Когда они внезапно появляются в избе, Сотников внезапно заходится кашлем и тем самым выдает себя и напарника. Оказавшись в участке за железными запорами, партизаны ведут себя по-разному. Рыбак во время допроса пытается запутать следователя Портнова, дает неверные сведения и тихонько предлагает Сотникову поторговаться с полицейскими. Для себя он решает, что ни за что не примет покорности и смерть. Сотников, сразу осознав, что живыми их отсюда не выпустят, возможность торга отвергает с яростью. Внутренне он примирился со смертью, и это отсутствие страха дает ему почти абсолютную независимость от силы своих врагов. Утром в камере появляется полицай Стась со словами «Выходи! Ликвидация!». Возле крыльца Сотников заявляет, что именно он ранил полицейского и просит отпустить рыбака и остальных задержанных, Демчиху, Петра и девочку Басю. Заступничество не помогает. И тогда рыбак громко обращается лично к Портнову. Сообщает, что согласен вступить в полицию. По пути к месту казни рыбак поддерживает Сотникова, который уже не может идти самостоятельно. Сотников молчит. А рыбак думает о том, что ни прислужником и изменником он не станет, найдет удобный момент и уйдет. Понимание, что ликвидации его скрутили сильнее, чем ремнем, заставляет рыбака запереться в будке.